Насос шумит, а значит и живительная влага течет по трубам. Артезианская скважина в селении Троицкое уже несколько дней дает местным жителям чистую воду. Скважину пробурили глубиной более 350 метров до артезианских вод, а насос погрузили на 110 метров. Час 40 кубов выдавать даже скважины. В сутки 1300-1400 кубов в сутки. Так, мал плюс я сделал сегодня, на хаде, сходи. Новую скважину достроили в Троицком несколько дней назад и уже подключили к основной линии. Теперь сельское поселение полностью окольцовано линией водопровода и проблем быть не должно. Летом нехватка воды наблюдалась на нескольких улицах, в основном в новостройках. تخنا عندي نصوص وتيا وقص يغلق بعدين سوندك خيت يبغى ساك أكيد أبو بيوخر اشتير مو بالخش قشرتش كده شغل شوي يغلق حال دكاتور ده يردك هم ده تهرين هم ده. Если в Троицком чистая артезианская вода есть на глубине 20 метров, то в Малгобекском районе и Малгобеке чистых подводных течений мало, а то и вовсе нет. Это главная проблема для местных властей. Сюда воду приходится доставлять из других районов республики. Чтобы она дошла до населенных пунктов, которые находятся на возвышенности, нужно соответствующее давление в водопроводе. А так как сети ветхие, трубы такое давление просто не выдерживают, а соответственно и воды тоже нет. Строится объект. Это насосная станция для улучшения водоснабжения сельского поселения Акиют, так как у нас это сельское поселение каждый год, вот летний период времени, он проблемный, самое отдаленное сельское поселение, и водопровод, который проложен в 90-х годах вот к этому сельскому поселению, он на сегодняшний день, можно сказать, 70-80% изношенный. И частые порывы не позволяют нам полностью обеспечить водоснабжением данное сельское поселение. И вот на сегодняшний день там у нас строится насосная станция. Это объект, он переходящий, 2021-2022 год. На 2021 год полное кассовое исполнение, 100%, лимит выработан. На 2022 год предстоит нам реализовать, освоить где-то порядка более 9 миллионов 147 тысяч, точнее, если сказать. Новая насосная станция позволит доставлять воду в Акиюрт, не создавая высокого давления в трубах. Насосы будут тянуть воду в резервуар-накопитель, а оттуда уже живительная влага пойдет по новому сельскому водопроводу. Порядка 7-8 километров водопровод, 160-я труба полиэтиленовая и сама насосная станция. Данное сельское поселение было по обеспечению водоснабжения было проблемным, так как плечо, которое составляет порядка 28-29-30 километров от водозабора, Кантышского водозабора, полностью не позволяло обеспечить это сельское поселение водоснабжением. Были частые порывы, были проблемы, и сам по себе это сельское поселение, оно отдаленное, поэтому было решено по программе «Чистая вода» построить насосную станцию вспомогательную для обеспечения улучшения водоснабжения жителей сельского поселения Акиюрт. Если взять полностью картину, если обрисовать, что из себя составляет проблема, почему проблема создается в сельском поселении Акиюрт в летний период времени, если взять с Кантышевского водозабора прокачать воду в сельское поселение Акиюрт, в ближайших сельских поселениях у нас создается большое давление и по самой магистральной трубе, и поэтому магистральная труба лопается, не выдерживает такое давление, и нам приходится проводить мероприятия по
ликвидации этих порывов. И вот жители, можно сказать, полностью Малгобекского района в течение суток, там 1,5 сутки, 2 суток остаются без водоснабжения. А в чем причина? Трубы старые? Трубы, можно сказать, на сегодняшний день в изношенном состоянии, они в ветхом состоянии. Вот скрывают, вот у нас, я неоднократно присутствовал вот этих порывах, где они проводили работы по ликвидации. Вот где они вот скрывают, вот эта труба через метр, одна латка через 2 метра, другая латка, ну, раньше, которые были порывы, они ликвидировали, накладывали латки, варили, проводили вот эти работы по ликвидации порывов. Подобная насосная станция уже построена для жителей Малгобека. На окраине города находится блочно-модульное здание. В нем 6 насосов, 4 основных и 2 резервных. Общая производительность насосов около 660 кубов в час. Также установлено 2 накопителя. Они в общем могут создать до 404 кубов запаса воды. Вода будет добываться из центрального водопровода ГУП Ингуш-Регион-Водоканал и будет доставляться на резервуары МУП Малгобек-Водоканал. То есть будет создаваться дополнительное давление, дополнительный объем воды увеличится. Мы думаем, что путем построения этой насосной станции ситуация должна улучшиться с водоснабжением. Федеральный проект «Чистая вода» помог с водоснабжением и в Сунже. В новом микрорайоне Восточный проложено более 6 километров водопровода. Жители сразу 4 улиц теперь могут не переживать за доступ к влаге. Иншаллах, в следующем году остальные улицы тоже будут. И 2 года, как поселок начал уже заселяться, люди стали нуждаться в воде. Даже на период строительства домов была нужна вода, поэтому люди периодически жаловались. Поэтому эта программа была реализована именно в этом поселке. Проложен трубопровод протяженностью 6,5 километров, полиэтилен. И чтобы получить доступ к воде, потребители должны, то есть жители данного участка должны написать заявление в администрацию поселка, чтобы получить тех условия, то есть разрешение на потребление воды, тех подключений. Центральный водопровод в новостройках был и раньше, вот только дошел он не до всех улиц. Жители 1 и 2 линий подвели воду до домов за собственные средства, а те, кто не в силах финансово это потянуть, ждали около 10 лет. ماشين كنيستر شوت اشتغل بار حنتو جينا حجاول خنتونا جاول دير هني شيء خي تصنق يا حدا جاول مدي خي خوز ديك لا جا تنا دلاش تيبر دواتش تيبر خي دواتش نجح ما خلصت حس بس ريدم داج دير بداي اوريوني او سريت كمالقدت ديك دوا خي ديك دوا دوليني дикет. Федеральный проект в республике реализуется 3-й год. В 2021 году было предусмотрено 4 мероприятия. Все они завершились в срок. На 2021 год по чистой воде федеральным центром нам были выделены лимиты около 104 миллионов рублей. На эти суммы у нас в 2021 году реализовались 4 мероприятия. На сегодняшний день все объекты завершены, 100% кассовое освоение имеется. До конца декабря месяца планируется получить акт ввода в эксплуатацию объекта. Федеральный проект «Чистая вода» реализуется в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Всего выделено 860 миллионов рублей и действует проект до 2024 года. По словам представителей Минстроя, в планах продлить его до 2030. Муслим Ганиев, Адам Далаков, Новости 24.